Бүгінгі жиналып отырған болашақ бағдарламасы аясында түсіндіру жұмыстары болып табылады. Қысқаша 10-15 минуттық презентациям бар. Презентацияны көрсетіп шығайын. Сұрақтарыңыз болса, содан төменге чатқа жазсаңыздар болады. На 2023 год в этом году выделено 555 стипендий. Приемы документов, этапы приема документов, они разделены. Сейчас второй этап приема документов с 3 апреля по 28 апреля будет. Также с 5 июня по 7 июля, 17 июля по 15 сентября будет прием документов. В рамках программы «Болашак» у нас предусмотрено академическое обучение для программы магистратура, докторантура, резидентура, а также есть квотные категории для претендентов из сельского населенного пункта, для инженерно-технических работников, для медицинских работников на получение степени магистра. А также в рамках программы «Болашак» указана категория «Стажировка». Определенные 7 категорий – это инженерно-технические работники, государственные служащие, медицинские работники, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования, работники культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК. Необходимый пакет документов для обучения по программе магистратура – это удостоверение личности и паспорт, диплом бакалавра с приложением, сертификат КАСТЕС не менее уровня B1, сертификат установленной формы о сдаче экзамена иностранному языку IELTS, TOEFL, определенные уровни сертификата утверждены, он у нас есть на сайте, чуть позже слайдами я покажу, а также безусловное приглашение за исключением финансовых условий, медицинская справка формы 072У, документ об успеваемости, если претендент обучается за рубежом. Наличие приглашения зарубежного вуза, сертификат КАСТЕСТ у вас должен быть. Здесь средний балл диплома не учитывается. Отработка получается в городах Астана, Алматы, Шымкент 5 лет, в регионах 3 года. Это для программы магистратура. По программе резидентура, докторантура, в принципе, перечень документов такой же. Дополнительно докторант предоставляет индивидуальный учебный план. То есть на 3-4 года то, что расписано. Необходимо для докторантов, получается, дополнительно нужно будет предоставить индивидуальный учебный план. На 3-4 года на докторантуру едут за рубеж, полностью расписано, чем будет человек заниматься, и утвержден принимающей стороной. Так, для прохождения стажировки также нужно наличие безусловного приглашения зарубежного вуза, сертификат КАСТЕСТ уровнем B1, знание иностранного языка. Общий стаж работы должен составлять не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев в выбранной области специализации. Средний балл диплома бакалавра здесь не учитывается. Отработка по полученной специальности до 3 лет, не менее 3 лет. Здесь предоставляется дополнительный документ заявка работодателя. Форма заявки работодателя есть у нас на сайте, нужно будет скачать, заполнить эту форму, утвердить у себя на работе, получается, и предоставить нам. Потому что на основании этой заявки заключается трехсторонний договор между претендентом, нашим центром и работодателем. Место работы ваше сохраняется. По приезду вы 3 года отрабатываете там. Документы, подтверждающие трудовую деятельность, это трудовая книжка, либо трудовой договор, а также выписку из пенсионки полные за 3 года, 36 месяцев должно быть. Так, для стажировки договор залога не заключается, заключается договор 2 гарантов. То есть 2 человека должны вступить гарантами в вашем случае. Гарантами могут быть граждане РК до 50 лет, последние 12 месяцев, которые работают, могут это подтвердить. Требования для сельского населенного пункта.
для магистратуры 3 года должны проживать и 2 года трудовой деятельностью заниматься в этих населенных пунктах. Здесь GPA учитывается 3.0 из 4, либо 4.0 из 5. Сертификат IELTS должен составлять 5.0, либо TOEFL IBT 35. Сертификат CASTES B1. А также стоит отметить, что в соответствии специальности диплома по бакалавру, ваша специальность по бакалавру, получается, по диплому, должна быть родственной по перечню, которого вы выбрали специальность. Они должны быть родственные. Необходимый пакет документов. Тут также предоставляется заявка работодателя, договор 5 гарантов заключается, также предоставляется в этой категории языковые курсы. 9 месяцев в Казахстане, 3 месяца за рубежом. То есть 9 месяцев вы в Казахстане обучаетесь, к примеру, у вас IELTS должен быть 5.0, 9 месяцев отучаетесь в Казахстане, снова сдаете IELTS, у вас должен быть IELTS уровня 6.0, получается, после вас размещают за рубеж на 3 месяца на языковые курсы, и после вы снова сдаете IELTS, у вас уже должен быть уровень 6.5-7. И после вас размещают на обучение. Отработка тут тоже 3 года. Новая категория в этом году, которую ввели, это требования для претендентов инженерно-технических работников на получение степени магистра. На момент подачи документов, то есть должны являться инженерно-техническими работниками, информационно-коммуникационных технологий, то есть в этой сфере они должны работать, наличие общего стажа работы минимум год, получается 12 месяцев, GPA 3.0 должен быть, сертификат IELTS 5.0, TOEFL IBT 35, сертификат CASTES уровня B1, а также специальность по диплому и выбранная вами специальность, они должны быть родственны. По пакету документов то же самое, получается трудовая книжка, диплом бакалавра, CASTES, иностранный язык. Здесь заключается договор залога. Языковые курсы тоже предоставляются 9 месяцев в Казахстане, 3 месяца за рубежом. Отработка также 3 года. Также новая категория в этом году, которую ввели, это для медицинских работников для обучения по программе магистратура. На момент подачи документов, осуществляющие трудовую деятельность, непосредственно медицинскую помощь в медорганизациях, имеющие высшее медицинское образование. Наличие общего медицинского стажа должно быть не менее год. GPA должен составлять 3.0 из 4, либо 4.0 из 5. Сертификат IELTS должен быть 5.0, IBT 35. Сертификат CASTES с результатом не менее уровня B1. Родственные специальности по диплому бакалавра. Должны быть родственные специальности. Также трудовая книжка получается. Договор залога здесь заключается, языковые курсы предоставляются также 9 месяцев в Казахстане, 3 месяца за рубежом, отработка не менее 3 лет. Этапы конкурсного отбора, они состоят из 3 туров. Первое – это комплексное тестирование, то есть состоит он из 3 частей. Числовой, вербальный, личностный опросник, занимает 3 часа времени. В интернете вы можете примерные тесты SHL набрать, посмотреть. Это получается готовность, ваша психологическая готовность на выезд за рубежом определяется. После, получается, как сдадите комплексное тестирование, все этапы конкурса онлайн, сдача документов через ИГОВ онлайн, конкурсные этапы тоже онлайн, приезжать никуда не нужно. После сдачи комплексного тестирования вам будет время доступно бронирование на собеседование с членами независимой экспертной комиссии. Удобный вам день, удобное вам время, забронируйте время с членами НЭК. Проходите собеседование. Регламент собеседования 20 минут. По вашей, получается, специальности, по стране, по вузу, которую выбрали, будут задаваться вопросы. Регламент 20 минут. И после заседания республиканской комиссии, окончательное решение принимает заседание республиканской комиссии. Там вам участвовать не нужно, просто те 2 тура, которые вы прошли, суммируются, и все ваши документы отправляются на заседание республиканской комиссии. И принимается окончательное решение о присуждении стипендии. Необходимый минимальный уровень знания иностранного языка для инженерно-технических, медицинских и претендентов из сельских населенных пунктов IELTS должен быть не менее 5.0, ITP 417, также Duolingo 80. Для самостоятельно поступивших претендентов
тоже мы в этом году новшество ввели. Получается, требуется обязательно подтверждение языка IELTS 6.0, IBT, TOEFL 60, PBT 498. Для стажировки IELTS 5.0, IBT 35, Duolingo 75 и выше. То есть эти уровни обязательно со всеми пакетами документов, сертификат вы должны предоставить. Сейчас второй этап приема документов у нас с 3 апреля по 28 апреля. Можете онлайн сдать все свои документы. Так, теперь, если у вас вопросы, давайте перейдем к вопросам. Возможно такое, что при подаче третьей очереди стипендии уже может не остаться. Нет, они распределены на все потоки стипендии по специальностям. В залог что нужно? В залог недвижимое имущество нужно. Есть ли разница при подаче 3 апреля и 27 апреля? Объясните порядок рассмотрения документов. Кто раньше подал, их раньше рассмотрит? Нет, комиссия будет одна. Получается, до 28 апреля прием документов включительно, да, прием документов будет. После в мае вы будете конкурс проходить. Заседание республиканской комиссии, это планируется конец мая, начало июня. Пока точной даты нету. То есть в любом случае решение будет в одно время. Независимо, вы в начале мая пройдете конкурс, либо в конце. Республиканская комиссия будет заседать один раз. Когда начнется конкурсный отбор для первого потока, кто подал? В мае месяце. Сейчас у нас с 3 апреля по 28 апреля будет прием документов, и в мае месяце те, кто, получается, в январе подали документы, и в апреле будет проходить конкурсный отбор в мае месяце. После магистратуры до 1 года можно остаться в той стране по трудоустройству. Нет, вы же договор залога заключаете, договор организации обучения заключаете, то есть вы обязательно должны вернуться в Казахстан и отработать. Сәлеметсіз ба, қайырлы күн, сұрақтар қоя берсек болады ма? Я осында жазсаңыз болады. Каким образом выбирается вуз для квоты инженерно-технических работников? Из нашего списка, получается, ежегодно же утверждается список вузов, перечень специальностей. Список вузов у нас размещен на сайте. После прохождения языковых курсов вас размещают вузы, которые у нас в списке. Для магистратуры нужен ли IELTS? Да, для магистратуры нужен. То есть для самостоятельно поступивших IELTS должен быть 6.0. Если диплом зарубежный, именно с Малайзии, нужно ли делать нострификацию диплома? Да, обязательно нужно делать нострификацию. Нет, можно ли работать после магистратуры 1 год за границей? Вы договор заключаете, вы обязуетесь вернуться в Казахстан, отработать только после этого. Қайырлы күн, бакалавриатта Назарбаев университетінде толық ағылшын тілінде оқыған болсам да, IELTS, TOEFL тапсыруым керек пе? Иә, ол міндетті түрде талаптың бірі. Ағылшын тілінде оқысаңыз да, сізге қиындық туындайды деп ойламаймын. Сертификатты тапсыруыңыз керек, және 2019 жылға енді оның мерзімі өтіп кетті ғой. Жаңа мерзімдегі сертификатты талап етеміз біз. Здравствуйте, я хотела успеть на 3-й поток, который заканчивается 7 июля. Возможно ли податься без диплома? Нет, диплом обязательно. Нужно будет диплом с приложением, обязательно полный пакет документов. Только потом вы можете участвовать в конкурсе. Здравствуйте, 3-й этап полностью проходит онлайн. Все этапы конкурса, и собеседование, и комплексное тестирование, все проходит онлайн. Документы сдаете тоже онлайн. На каком языке будет проходить интервью? На 3 языках будут вопросы задавать. Более 20 минут выступать нельзя на собеседовании. Регламент 20 минут, может быть и меньше, может быть и больше, смотря как вы будете отвечать на вопросы. Как подготовиться к собеседованию? По предмету, по специальности, которую вы выбрали, по вузу, по рейтингу, то есть более раскрыто вы должны презентовать, что вы достойны ехать именно этой стипендии.
3 апреля с 9:00 будет доступно. Можно будет подавать. Как быть, если трудовую книжку давно не ведем? Ну, у вас на руках трудовой договор же должен быть тогда. Вы же работодателем заключаете трудовой договор. Можете повторить самостоятельно поступившим. Самостоятельно поступившим приглашение нужно, получается, и IELTS обязательно 6:0. Залогқа жылжымайтын мүлік қойғанға жилстройда тұрған үйді қоя аламыз ба залогқа? Ол үшін сіз заң бөліміне хабарласып, жеке дара консультация алсаңыз болады. Если не прошел в апреле, можно подать в следующем потоке. Нет, в год 1 раз. Сколько раз в течение года можно подавать документы? В 1 раз можете участвовать. Принимается ли оффер не из списка? Например, не из списка принимается, если у вас творческая специальность, либо медицинская. Тогда вузы могут быть специализированы, тогда мы можем принять, отправить в Министерство образования на индивидуальное рассмотрение. Если оттуда будет положительный ответ, после вы можете участвовать в конкурсе. Да, SHL-тест, получается, будет после 28 апреля. С первоприем документов после будет. По залогам вам нужно будет обратиться в юридический отдел. Можно ли при подаче документов на третий поток, это вы имеете в виду с 5 июня по 7 июля, на 2023-2024 год успеть? Однозначно говорить я сейчас не смогу, потому что это все зависит от заседания республиканской комиссии. До 7 июля будет прием документов, когда будет именно решение комиссии, это либо в конце августа, либо начало августа, это неизвестно. Поэтому однозначно сказать, что вы успеете или нет, на это я ответить не смогу. Желательно подать сейчас. Если вы сейчас хотите в 2023 году в сентябре обучение начать, то тогда сейчас желательно в апреле подать документы. Если в конце июня подать документы, когда будет конкурсный отбор? В июле месяце. Что значит IBT в требованиях? TOEFL IBT. Добрый день. Справка 072У будет ли годна, если получу место жительства? По месту жительства, да? Можете. Определенной там нету, что именно с этой поликлиники нужно получать. Главное, чтобы форма 072У должна быть. Кто подавал заявку во втором потоке? У них конкурсный отбор тоже в мае? Да, в мае будет. Какое должно быть содержание приглашения от вуза? Первое – это ваша фамилия, имя, отчество. Второе – это специальность, на какую вы подаете, да, согласно нашему перечню приоритетных специальностей. Программа, на какую программу подаете. Период, получается, и стоимость. Магистратурада оқып жатырмын, әлі диплом алған жоқпын. Шетелдің университетіне шақырту алсам, заявка берсем бола ма? Сіз бізге болашақ бағдарламасы аясында бакалавр дипломыңызбен қатысасыз. Егер қолыңызда шақырту қағазыңыз болса, біздің жоғарғы оқу орындар тізімінен болатын болса, талапқа сәйкес болатын болса, конкурсқа қатыса аласыз. Залоговое имущество может быть ниже стоимости обучения. Оно должно покрывать все ваши расходы, которые на вас расходуются, да, и дополнительно, если не покрывает, дополнительно еще договор гаранта заключает. Если самостоятельно поступивший по родственной специальности напрямую не подходит. Для самостоятельно поступивших родственную специальность мы не рассматриваем. Для самостоятельно поступивших есть перечень приоритетных специальностей, есть там эквивалент на английском языке специальности, то есть у вас в приглашении должно быть что-то из этого. Если даже дословно нету, мы принимаем, получается, отправляем на индивидуальное рассмотрение в Министерство образования. Родственность мы смотрим только квотные категории. Это инженерно-технические работники, это медицинские работники, это из сельского населенного пункта претенденты. Для них мы смотрим только родственность. Для сампостов родственность не смотрим.
Добрый день. Нужно ли усердно готовиться к тесту SHL или очень важно успешно пройти интервью? И то важно. Все ваши баллы суммируются и отправляются в республиканскую комиссию в принятии решений, и то важно. Какие вопросы будут задаваться во время интервью комиссии ВОЛОША? По вашей специальности, которую вы выбрали, по вузу, куда вы едете обучаться. То есть полностью вы должны раскрыть эту тему. По какой специальности едете, в какой вуз, зачем, почему именно вы достойны этой стипендии. Приглашение на стажировку мы сами должны добыть от универов. Да, вы самостоятельно получаете приглашение, и с приглашением уже участвуете у нас в конкурсе. На стажировку максимум 12 месяцев, минимум месяц. Если заканчиваю в этом году, могу ли я подать в апреле без диплома? Нет, диплом, после того, как вы диплом получите, можете участвовать в конкурсе. Полный пакет документов должен быть. Приглашение должно быть в оригинале или достаточно пришло на почту? Достаточно то, что у вас на почту прислали, нужно будет перевести на русский либо на казахский язык и нотариально заверить. Необходимо ли сдавать тест знания английского языка, если имеется приглашение от вуза Российской Федерации? Претенденты сельской местности. Нет, для России не нужен английский язык. Можно ли не проходить языковые курсы по инженерной категории? То есть после присуждения, если уже будет приглашение, ехать на учебу в сентябре. Вы же предоставляете сертификат IELTS. Если у вас уровень IELTS достаточно 6,5 и 7, получается, нашему необходимому минимальному уровню, то языковые курсы не нужно, вас могут сразу разместить на обучение. Сейчас я вот открою этот слайд, где именно по языковым. Вот, 6,5, третий пороговый уровень, стоит IELTS 6,5. Если у вас есть уровень 6,5, могут разместить сразу на обучение. Можно только гаранты вместо залога? Нет, в разных категориях по-разному. Для сампостов там договор залога обязательно. Для ИТР, то есть тоже обязательно. Для стажировки там не нужно, там только гаранты. В разных категориях по-разному. Если уже учился в магистратуре по Балашах, можно ли потом податься на стажировку? Никаких обязательств не должно быть, то есть отработка полностью вы должны закрыть, только потом вы можете участвовать в рамках программы Балашах по программе стажировка и должны соответствовать определенной категории, то есть на стажировку уже 7 категорий, которые я озвучила, только они могут поехать. По квоте инженерных специальностей поступление в ВУЗ делается самостоятельно и какие документы туда требуются. Для инженерно-технических работников, те, кто по квоте участвует, если у вас IELTS достаточно, без языка вы хотите сразу на академическое обучение, центр помогает при размещении. Интервью с комиссией на каком языке будет? На 3 языках вопросы будут задаваться. Можно ли получить у вас справку о том, что мы подали на стипендию, результаты выдадут определенный период, то есть справка с датой инфо? Справку можно будет получить о том, что вы подали документы, участвуете в конкурсе после подачи документов. Дату собеседования, если в день одного из туров конкурсного собеседования буду находиться в другой стороне, можно ли поменять дату собеседования? Получается, комплексное тестирование определенный день будет, к примеру, 5 мая, да, то есть в этот день вы должны пройти. Собеседование вы сами бронируете время, когда удобно. К примеру, по вашей специальности могут на несколько дней открыть доступ на собеседование, и получается, вы сами забронируете время.
Как определить, текущая работа подходит под инженерно-техническую квоту или нет? Вам нужно будет подойти с документами к нам в центр, получается, либо позвонить в колл-центр 76 90 76 и уже более подробно проконсультироваться. Можете рассказать про медицинские специальности, обязательный ли языковой сертификат? Да, для медработников это вот новая категория, которую в этом году ввели, сертификат IELTS, TOEFL, либо Duolingo обязательно должен быть. Для них предоставляются еще языковые курсы. 9 месяцев в Казахстане, 3 месяца за рубежом. Кто подал заявку во втором потоке, у них конкурсный отбор тоже в мае будет. Почему самостоятельно поступившие должны предоставлять тест английского языка? Это обязательное требование. По квотным категориям можете объяснить, что конкретно по квотным категориям? Именно по какой категории у вас вопрос? Тәлімгерлікке қажетті құжаттар тізімі қандай? Техникалық мамандықтар бойынша тәлімгерлікті істеп, сіз тағылымдаманы айтып тұрған шығарсыз, иә? Тағылымдамаға қатысатын үміткерлердің қажетті құжаттар тізімі. Қазір мен сол слайдты ашып қояйын. Мінеке, тағылымдамаға баратын үміткерлерге қажетті құжаттар тізімі осы. Сәлеметсіз бе? Шетелдік университеттен шақырту келді. ЕГОВ порталынан тапсырамыз ба? Иә, ЕГОВ арқылы құжатыңызды тапсырасыз. Сколько вопросов зададут на интервью? Ну, это по-разному, смотря как вы будете отвечать. 3 вопроса, 5 вопросов. Как вы раскроетесь уже? Может ли подать сотрудник, работающий в школе, как лаборант кафедры биологии, заканчивающий бакалавр, магистратуру по специальности учитель биологии? Вы должны именно педагогической деятельностью заниматься. 76-90-76 заң бөлімінің номері, ішкі номерлар 180-181. Ағылшын тілін оққандарға IELTS-ты қайта тапсыру қиындық тудырмайды, бірақ қаржылық тұрғыдан артық қажет емес шығын. Осыны болашақ неге түсінбейді екен? Оны енді министрлік сондай талап қойды. Өз бетімен түскен үміткерлер үшін де ағылшын тілі деңгейін білетін сертификатты қажет етеді деп. Сондықтан біз талапқа сәйкес жұмыс жасаймыз. Англияда стажировка неше жыл болады? Тағылымдама ең кемінде 1 ай, ең көбі 12 айға бара аласыз. IELTS қажет ол үшін. Сколько действует сертификат КАСТЕС? Там по уровням получается B1 уровень 3 года, C1 5 лет, смотря какой вы уровень сдадите. Нужен ли IELTS, если бакалавр закончил в Европе на английском? Да, IELTS обязательное требование. Тесты все будут проводиться онлайн формате. Если заканчивал бакалавр теплоэнергетика, затем закончил магистратуру строительства, могу ли теперь по болашак на строительство? Смотря по какой категории вы участвуете. Если вы участвуете по квотной категории, то диплом бакалавра, теплоэнергетика и специальность, которую вы выбираете, они должны быть родственны. Если вы самостоятельно поступаете, то вуз, который принимает зарубежный вуз, то от этого зависит. Сұрақтар барлығы қайталанып келіп жатыр. Сол қай уақытта үлгереміз, жаңағы залог жайында, университет жайында, иә.
Қайталанып келіп жатыр. Енді қосымша тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, бізде колл-центр 7690-76 номеріне хабарлассаңыздар болады. Болмаса Астана қаласында Сығанақ 70 мекенжайы бойынша отырамыз. 508 кабинет нақты құжат қабылдау бөлімі болып табылады. Сонда келіп, қосымша консультация алсаңыздар болады. Немесе Инстаграм желісінде директке жазсаңыздар болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.